Золотная вышивка и вышивка серебром и золотыми нитями, она всегда была очень популярна на Кавказе, потому что ею украшали одежду, предметы декора, украшали всевозможные предметы, которые девушка брала с собой в приданое. Что самое интересное, золотая и серебряная вышивка настолько стали популярными и статусным занятием, что ими занимались только девушки, которым не поручалась какая-нибудь тяжелая физическая работа. Эти девочки в основном сидели дома, их руки должны были быть нежными, чтобы работать замечательно с шелком, с тонкими золотыми и серебряными нитями. Такие девушки назывались сух, и они выполняли очень довольно трудоемкую и сложную работу, но работу белоручек. Вообще традиция вышивания и золотного и серебряного шитья ингуши всегда ассоциировали с Села Сатой. Села Сата, дочь громовержца Селы, по преданиям была покровительницей всех рукодельниц, потому что она именно для женщин украла из мира мертвых иглу, наперсток и все, что связано с рукоделием. Она и научила ингушских женщин вышивке. Так гласит наш фольклор, наше предание. Девушки выполняли крупные элементы вышивки таким способом. Они дробили его на мелкие геометрические узоры, благодаря чему создавалась необычная фактура, необычное свечение, и предметы выглядели особенно красиво и эстетично. Вообще орнамент делился на два вида: символический и декоративный. Декоративный орнамент – это все, что мы могли видеть в природе, все, на что вдохновлялась каждая мастерица. Он исполнялся каждой девушкой для предметов на праздник, для предметов, которые имели декоративное значение, для предметов на продажу. Символический орнамент использовался в основном для украшения одежды. Как правило, украшался воротничок, рукава и подолы. Символическую вышивку могли соблюдать и исполнять только знающие женщины, и она отличается от декоративной своей архаичностью. Она не менялась веками. И мы это можем с вами видеть по материалу, который и в 20 век, и сегодня мы можем находить из склепов. Меня зовут Ильмаз. Я представитель коренного народа Крыма, крымских татар. Вернулась со своей семьей из мест депортации в 90-х годах. Путь обустройства на родине был очень трудным, тяжелым. И познакомившись через некоторое время с нашими ремесленниками, я прикоснулась к декоративно-прикладному искусству крымских татар, непосредственно к золотному шитью, которое называется у нас махлама, и к войлочному ковроделию. Меня это очень увлекло и сопровождает и по сегодняшний день, в течение этих многих лет. Наиболее значимой работой для меня это является создание реплики нашего старинного войлочного намазлыка или молитвенного коврика, оригинал которого хранится в Санкт-Петербургском этнографическом музее. Я его увидела на выставке, и мы сделали фотокопии, эскизы и повторили намазлых в такой же в цветовой гамме, как и в оригинале. Моими учителями золотного шитья были Венера Курмаева и Халиде Кипчакова. Они привили любовь к золотному шитью, объяснили значение орнаментов наших традиционных. И с тех пор я увлекаюсь и этим делом, и с большим удовольствием передаю свои знания и опыт сегодня вашим мастерам.
Сице гамбатна قمريميا صور класс إياه. أشتغلت نشبين كورس اشتغلش هم يكان ركيج وخص خطار تهم. أزموس نتحط ركيد يدوه برتهم. أزي فتمازي وكيد أرام غارتش حقيقة ندرش حاسش ساعات تجار بمش صورت دوات وقدر. Особенное большое значение уделялось, конечно, вышивке, такому обязательному атрибуту ингушского национального женского костюма, как подбортники, фарточки такого рода раздвоенные. На ингушском языке они называют аржелькиш. И вот на них тоже наносилась вышивка дугом, но она всегда означала плодородие. Это пожелание выходящей замуж девушке, выходящей замуж невесте, плодородие, пожелание ей благодати, пожелание, чтобы у нее все было в жизни хорошо, чтобы и детей у нее много было, что было, конечно, очень важно раньше, и чтобы у них также, кроме детей, было очень много достатка в доме. У нас представили наши мастера свои первые работы, свои первые дипломные работы. И просто так уже успели не только за этот месяц исполнить золотное шитье, но они успели еще сформировать из них интересные предметы, шапки, сумочки. Сумочки тоже раньше декорировали золотым и серебряным шитьем, но в основном их использовали на выход или в основном для того, чтобы в качестве одного из элементов национального костюма, когда девушка выходила замуж. Здесь они представлены уже на повседневные или на вечерние наряды. По тем немногочисленным материалам, которые сохранились по золотному и серебряному шитью, из-за того, что у нас в 20 веке были очень сложные периоды у народа, в основном это депортация, потеря полностью материальной культуры, потеря всех музейных экспонатов и предметов, которые хранились сначала в Владикавказе, потом в Объединенном Чено-Ингушском краеведческом музее. К сожалению, у нас очень мало образцов вышивок осталось и очень мало материала по вышивке. Те немногочисленные образцы золотной и серебряной вышивки, которые у нас остались, хранятся в Ингушском краеведческом музее. И благодаря им мы некоторые техники восстановили в результате наших курсов. Подчастники использовались для хранения мелочей, предметов. Всегда их подвешивали в основном на ковры или просто на стены. Они украшали стены своей вышивкой, и в них хранилась мелочь. Также мы восстановили некоторые орнаменты и техники вышивки благодаря старинным фотографиям, которые чудом сохранились на руках у наших жителей республики. На них девушки изображены в своих свадебных нарядах. Это ингушской шапочки конусовидной и также вот этим самым подборником аржелькиш, который я вам показывала, и которые сегодня, к сожалению, исчезли. В качестве атрибута национального костюма не используются или используются очень мало. Но дело в том, что благодаря вот таким фотографиям, которые сохранились, мы восстановили некоторые виды вышивки и восстановили некоторые орнаменты. К счастью, орнаментов все больше и больше набирается, и мы мечтаем теперь в шапочках воссоздать все старинные орнаменты, которые изображены на старых фотографиях наших с вами бабушек и прабабушек. Что касается более ранних предметов, хорошо сохранили вышивку курхарсы, которые были обнаружены в начале 20 века, во второй половине 20 века. Ну и вот мы с вами стали свидетелями, как в начале 21 века обнаружены предметы высокого декоративного прикладного искусства. Наши бабушки с вами великолепно владели вышивкой, великолепно владели всевозможными техниками и умели обращаться с тканями.